Колымское – место компактного проживания чукчи в Якутии. Здесь же находится их самая крупная национальная община. У нас работа такая, что она незаметна никому. Никогда никто не заметит, и никто никому ничего не скажет толком, что от чего, к чему. Вообще северные народности, они могут и всю жизнь работать, и вообще их никогда никто не заметит. Занимаются колымские чукчи оленеводством. Стадо насчитывает 16 тысяч голов. Летом гоняют на пастбище аж к берегам Восточно-Сибирского моря. Там, говорят, для оленей климат более подходящий. Не так жарко. Прогулка по поселку выявила феноменальный ценник в местных магазинах. Для примера, 2-литровая Кока-Кола – 400 рублей, 2-литровая бутылка пива – 450, литр молока – 250 рублей. Не слабо, правда? Также удалось посетить могилу Черского. Это польский исследователь Колымы и Индигирки, умерший во время экспедиции. Зашли в музей. Довольно интересный. Воссозданное жилище чукчи и якутов, национальная одежда и прочее. Поразил детский подгузник, полевой вариант. Кожаные трусы, внутрь которых набивается мох, который прекрасно впитывает влагу. А это детский памперс. Шьется из шкуры, задумленная, чтобы меньше влагу она впитывала. А это вот сюда вот так одевается, ребенок сюда садится. Вот это мох. Назрела экскурсия на местную фабрику по выделке оленьих шкур. Ну, фабрика — это, конечно, громко сказано. Так, дом, в котором трудится с десяток человек. Сушат и выделывают шкуры, скоблят их, а затем шьют одежду для своих оленеводов. Естык. Дум, Саша. Вау! Ширинка есть? Вау! Насытившись местным колоритом, машины отходят от берега. По совету знающих людей, впервые за весь маршрут свернули из основного русла и ушли в протоку. Путь по ней на 40 километров длиннее, но зато безопаснее. Волны здесь практически не бывает. Местные эту протоку используют в непогоду. Выходит протока в 8 километрах от Черского. До выполнения задуманного осталось совсем чуть-чуть. 23 июля штиль и благодать. Аборигены заваливают шинтоповцев местными деликатесами. Так что стол достаточно богатый. Плов с олениной, жареная лосятина, юкола, слабосоленый осетр. Смак отдыхает. Ближе к вечеру подошла моторная лодка с местными. Посоветовали уходить в правую протоку. Она немного мельче, но короче на 3 километра. При выходе из протоки за 7 километров до Черского все экипажи сели на мель. Но это ерунда. Черский уже видно. В час ночи удалось причалить к берегу. По прогнозу, через 1,5 суток будет шторм, поэтому тут же экспедиция бросается на штурм амбарчика. Плот не идет, его заменяет буксир. Вскоре Колыма разделилась на 2 рукава. Левый, так называемый Походский, так как проходит мимо населенного пункта Походск, и правый. Ушли направо. Берегов практически не видно. Прибываем в конечный пункт нашего назначения, поселок Амбарчик. Вот он, вдали. Несколько строений на берегу, не растаявший снег, вдали стадо оленей, бегают дети, но мы их пока не видим. В поселке Амбарчик находится медиастанция, на которой еще живут люди. Есть полуразрушенный пирс, неизвестно в каком он состоянии. Ну и дорог отсюда нету. Видимо, ездят только на вездеходах и тракторах. В 6:30 вечера в поле зрения появилась бухта Амбарчик и метеостанция. Шхуна «Авось» коснулась колесами берега бухты. Следом заледнились Наутилус и Стремитель. Алло, Асан, привет! Ну, мы дошли, мы в Амбарчике. Вот, температура 20 градусов воды, представляешь?
И воздуха 30 градусов. Погода стоит шикарная. Прям не верится. Край света. Край света, вокруг снег лежит. Далее сумбур. Обливание шампанским, фотографирование, медитация и забег-заплыв в воды Северного Ледовитого океана.